После победы Аслана Бжаня на президентских выборах, занявший второе место Адгур Ардзинба, обещал своим избирателям не уходить из политики. Впрочем, за прошедшие полгода, несмотря на обилие событий, деятельность политика ограничивалась редкими заявлениями. В ходе презентации новой республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба объяснил, что договорился с соратниками дать новой власти 6 месяцев на формирование правительства и плана действий, без оглядки на политические процессы. Срок вышел, и по его итогам Адгур Ардзинба оценивает работу новой власти как неудовлетворительную. Я с сожалением об этом скажу, что мы до сегодняшнего дня не видим от новой власти никаких программ, никакого четкого, ясного видения действий в текущей критической ситуации, в среднесрочной, в долгосрочной перспективе. То есть, простым языком говоря, мы не понимаем, что делает власть сегодня и что собирается делать завтра. А в текущей ситуации, когда у нас из-за эпидемии ситуация усложняется каждый день, это умножает наши страхи и опасения. Цели новой организации перечислил член Высшего совета Абхазского народного движения Дмитрий Гварамия. Это защита национальных интересов, экспертная оценка текущей ситуации, создание площадки для решения вопросов национального согласия и разработка экспертных решений текущих и предстоящих задач. Адгур Ардзинба конкретизировал: в данный момент самый главный вопрос – борьба с эпидемией. И здесь важно работать на опережение, как это было сделано в марте. Непозволительная роскошь в условиях пандемии тратить время на распределение должностей и сфер влияния, подчеркнул Адгур Ардзинба. В ближайшие дни буквально мы позовем экспертов. У нас уже у самих есть мнение. Конечно, я уже сейчас могу сказать и пользуюсь связью с нашими коллегами из районов, жесткий масочный режим. Мы даже вот сидим здесь, видите, на определенной дистанции. Это необходимо делать уже сейчас. Но мы соберем экспертов, они нам дадут более конкретные свои предложения. И эти конкретные предложения мы доведем до руководства страны и будем настоятельнейшим образом рекомендовать им принять эти решения, по-другому и быть не может. Еще одной угрозой, возникшей перед Абхазией, Адгур Ардзинба считает войну в Нагорном Карабахе. Все страны, с которыми граничит или с которыми имеет отношение Абхазия, и Россия, и Турция, и Грузия, имеют отношение к этому конфликту. И мы давно должны были созвать Совет Безопасности по этому вопросу, уверен Адгур Ардзинба. Вновь вспыхнувший конфликт, война уже, можно сказать, в Карабахе. Это регион, который находится в нескольких 100 километрах от нас. Все, что происходит в мире, и вот те вызовы, которые сегодня перед нами стоят, в таком разобранном состоянии, в котором находится наша страна, я боюсь, учитывая тот опыт, который есть у нас, мы с этими вызовами можем просто не справиться. Надо отсечь все амбиции, надо отсечь все вот эти личные обиды, которые накопились у политических игроков, которые долгое время находятся в авангарде абхазской политики. Надо это все убирать. Сейчас необходимо думать только о том, как принести пользу абхазскому народу. Председатель Абхазского народного движения отметил, что в Абхазии до сих пор отсутствует четкая идеологическая платформа, нет единого понимания глобальных целей и задач государства. В воздухе витает ряд вопросов, которые прямо или косвенно связаны с национальными интересами Абхазии, и нужно реагировать адекватно, конструктивно выражать свою позицию, подчеркнул Адгур Ардзинба. Взаимоотношения с Грузией. Опять же, этот вопрос тоже по какой-то причине стал очень динамично развиваться. Здесь тоже нам нужно понять, определить на уровне экспертов, на уровне людей с опытом, определить здесь красные линии, что мы хотим, как мы этого будем добиваться и так далее. Абхазское народное движение заручилось поддержкой ветеранских и молодежных организаций, депутатов парламента и районных собраний, членов общественной палаты, представителей творческой и научной интеллигенции. Наша задача – принести пользу абхазскому народу, и если мы критикуем, то будем и предлагать, подчеркнул Адгур Ардзинба. Абхазское народное движение направлено на объединение для того, чтобы на этой платформе, вне зависимости от политических взглядов, участвует ли он в другой политической партии, организации, неважно, он может прийти к нам или мы придем туда, где они, неважно, это не принципиально. Будем обмениваться мнениями. Мы должны понять одну вещь. Пока власть и оппозиция находятся в антагонизме,
А 15 лет новейшей истории мы находимся именно в таком формате взаимоотношений. Мы сегодня говорим про пандемию, а что у нас до этого? У нас была политическая пандемия. Мы что, 1 месяц могли спокойно поработать в стране, что ли? У нас каждый месяц какая-то была история, где вся страна бегала то на одной площади, то на второй площади. Вот это все является хорошим полем для разного рода крупных проходимцев. Из-за пандемии коронавируса учредительное собрание Республиканской общественной организации «Абхазское народное движение» прошло накануне в закрытом режиме. В официальной презентации движения в онлайн-режиме участвовали районные представительства организации. Все они выразили поддержку и готовность работать на благо Родины. Надежда Боровикова, Сосрыкуа Гуха, Абаза ТВ.